Ситуация с бродячими собаками остается одной из самых острых и наиболее обсуждаемых проблем в нашем городе. В интернет-среде разворачиваются жаркие дискуссии относительно гуманности и эффективности методов борьбы с популяцией безнадзорных животных. Одни акцентируют внимание на опасность для горожан, которые приносят подобное соседство. Для других проблема бродячих животных целиком сводится к их защите. Примечательно в сложившейся ситуации само существование двух диаметрально разных точек зрения. Как отмечают исследователи, иное восприятие человеческого отношения к бродячим животным приносит изменения и в отношении к людям, братьев наших меньших. Находится все меньше собак, которые в страхе перед человеком стараются вообще не показываться на глаза последнему. Дворняги становятся равноправными хозяевами города, зачастую диктуя свои условия, защищая клыками и когтями свою территорию. Судить о реальном положении дел наиболее полно позволяют официальные данные, полученные нами в городской поликлинике. У нас ежегодно по городу Сибая регистрируется больше 200 случаев укусов, из них примерно треть это укусы кошек, остальные укусы собак и единичные случаи укусы плотоядных животных. Практика показывает, в большинстве случаев собаки нападают на людей, которые их просто-напросто боятся. Животные чувствуют так называемый запах страха и прекрасно понимают все наши жесты и мимику. Поэтому при столкновении с дворнягой важно не впадать в паническое состояние. Как правило, беспородная бродячая собака менее агрессивна, чем породистая, и зачастую сама старается уйти от конфликта. В ситуации, когда животное направилось в вашу сторону и решило обнюхать, главное не совершать резких действий. Как заверяют специалисты, зверь может расценить это как провокацию. Не стоит, наоборот, отбиваться от нее. Она больше начинает реагировать, и наоборот, у нее возводится инстинкт самосохранения. И она начинает защищать себя и стаю свою. Контакт с безнадзорными животными опасен прежде всего тем, что они являются переносчиками серьезных инфекций, которые могут нанести значительный урон здоровью человека. Справедливо это как в отношении бродячих собак, так и дворовых кошек. Общие болезни для животных и человека еще никто не отменял. Дети болеют. По Зауралью очень много по эхинококоза операции, которые это заражаются на детских площадках, где вот эти кошки, собаки, они обычно переносчики. И с его калом человеку передается вот эта болезнь эхинококоз. Не говоря о бешенстве. При укусе, что хочу сказать, нужно провести первичную обработку, то есть первичную обработку раны, соответственно, помыть рану с мылом и обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение. Это в обязательном порядке. Значит, особенно опасны укусы, это укусы верхних конечностей, шеи, головы. При этом инкубационный период бешенства сокращается буквально на дни. Только вакцина профилактика защитит человека от бешенства. Практика борьбы с растущим поголовьем бродячих животных в нашей стране имела период, когда умертвить собаку без ошейника и сопровождения человека имел право любой милиционер. Позже эта функция была передана в руки других профильных организаций, и тенденция планомерного уничтожения бездомных животных сохранилась в отдельных регионах нашей страны по сегодняшний день. Однако не все поддержали такой способ решения проблемы. Противники такого метода в Сибае подкрепляют свои доводы фотографиями, которые фиксируют нарушения, возникающие в ходе проведения данных плановых работ. По итогам прошедших лет встречались ситуации, когда тело усыпленной собаки не утилизировалось, и отравленный дротик попадал в руки детей. Или когда отстрел проводился в дневное время на глазах многочисленных свидетелей. Зоопланета и все волонтеры, которые присоединены к группе, они против отстрела, естественно. Считаю, что это негуманно по отношению к животным, потому что, мы давали жизнь, не нам ее отнимать. Понятно, что собака сбивается в стае, и в стае она опасна, и опасна для детей, но такой метод можно решить другим путем. Соответственно, проводить стерилизации массовые, проводить отловы, искать семью, более отойти от этих жестоких методов таких вот. Во всех городах сейчас, особенно крупных, то есть там люди более уже все это развито, создаются приюты уже много. Во всех городах практически, начиная с Магнитогорска, есть приют. У нас приюта нет.
То есть вот я считаю, что нужно сделать не приют, чтобы люди приносили и оставляли, а именно хотя бы место временного передержания после операции, чтобы, например, сделать отлов и вот этих вот собак простерилизовать, и проводить там укол и либо отпускать на волю, либо искать новый дом. Стерилизация безнадзорных животных. Отметая множество мифов о нулевой пользе данного метода, его сторонники приводят следующие цифры. За 6 лет одна пара собак способна расплодиться на 67 тысяч щенят. Теория гласит, что при обработке около 80% самок в течение одного репродуктивного цикла популяция теряет способность к самовосстановлению и начинает сокращаться естественным путем. Данное заявление было доказано на практике в Кронштадте, где в рамках эксперимента с августа по октябрь 2012 года были стерилизованы 135 собак. Сегодня численность бездомных животных в этом городе сохранилась на 60%. Оказалось, что кастрировать не только гуманнее, но и экономически выгоднее, чем усыплять. Руководство Республики Башкортостан решило перенять данный опыт и постановлением от 16 мая текущего года утвердило стерилизацию основным методом борьбы с безнадзорными животными. Организуется отдельная служба по отлову и по содержанию вот этих безнадзорных собак. Это как отлов, кастрация или аваротомия, потом 2 недели содержания, вакцинация от бешенства, и мы с ошейником красным или желтым, какой они купят, мы будем отпускать в город. Затраты республиканского бюджета на обработку одной собаки находятся в районе 1300 рублей, на кошку 800 рублей. Для успешной борьбы с растущей популяцией безнадзорных животных в нашем городе в текущем году необходимо обработать около 500 собак и 50 кошек. Прошедшие процедуру стерилизации животные получат метку в виде опознавательного ошейника и будут выпущены в привычную для себя среду обитания. А для того, чтобы не усугублять ситуацию, специалист рекомендует хозяевам не бросать своих питомцев на улице и не допускать нежелательного потомства посредством их стерилизации. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Азамат Галин, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.